Во время войны на помощь абхазскому народу пришли добровольцы с Северного Кавказа и юга России. Для некоторых из них Абхазия стала второй родиной. Герой сегодняшнего выпуска Виталий Сорокин, герой Абхазии, ныне глава администрации села Хашта Галского района. Смотрите сегодня в программе «Секрет хорошего руководителя. Работа без фамильярности». Близкие отношения стараюсь ни с кем не заводить, потому что трудно потом говорить «нет» людям. Село Хашта, бывшее Атабая, из криминального района в сельскохозяйственный центр по выращиванию ореха. С 2015 года у нас введена арендная плата, то есть за земельные участки, которые они самовольно заняты. Тамышский десант Виталия Сорокина и сентябрьская операция. Тут вот здесь, на этом перекрестке, как раз 2 танка сбили. Один я поджег, второй танкисты Восточного фронта. Это центр села 2-я Атабая, сейчас Гаура по-новому. Вот здесь был раньше КПП, переход на грузинскую сторону. В прошлом году их все позакрывали лишнее, кроме одного центрального. И вот сейчас здесь перекрыто. Здесь стоял таможенный пост, балки с личным составом, с пограничниками. Сейчас все убрали, перекрыли полностью границу. В 2015 году, когда вы приехали в Абхазию работать, вы начали работать именно в этом селе, главой администрации? Привезли, представили людям и начал работать. С чего вы начали, кстати, работу свою? С поиска жилья. Нашел жилье какой-то старушки. И какое-то время здесь, пока не сделал себе комнату, отдельный сельсовет, так скажем, жил у людей. Местное население здесь почти на 100% мигрельское население, да? Как все-таки человек другой национальности, новый человек в селе, не житель этого села, как воспринимают, как вот контакт с жителями легко было наладить? Вы знаете, они сначала не понимали, кто я, что я и за что им это, потому что они не знали, как ко мне подойти. Я не имею родни здесь, не имею знакомых ни среди абхазцев, ни среди мингрельцев, они не знали, как подойти. Ну, в принципе, я всю жизнь сам работал, никогда чиновником не был, и как-то мне проще было с ними найти здесь. Народ довольно бесхитростный. А вот место, у которого мы здесь сейчас стоим, мост этот, я знаю, что этот мост был взорван местными жителями. Перед вводом войск Госсовета местные жители, в основном сторонники Звяда Гамсахурдия, сами взорвали этот мост, чтобы не пустить войска в Госсовета. Так что в какой-то мере на нашей стороне сыграли в тот момент. В военное время уже сделали вот вручную сами жители, чтобы сделать переход, и уже как-то так ходили. Потом позже здесь поставили пост абхазский, и до прошлого года здесь довольно оживленно было. Здесь движение было в ту сторону существенное. Со всех окрестных сел, с Новокееве, с Печоры, с Гагиды, все старались здесь перейти. Сейчас приходится через центральный мост идти. В послевоенный период по реке Ингур функционировало 6 пропускных пунктов. Контролировать их было крайне сложно. Пункты стали местом провоза контрабандной продукции. В декабре 2016 года по решению Кабинета министров Абхазии были закрыты пункты пропуска на Бакия и Атабая на границе с Грузией. В настоящее время открыт только один главный пункт – Ингур. Для удобства местных жителей была заасфальтирована дорога, ведущая к мосту через нижнюю зону, и запущен дополнительный автобусный маршрут. Это футбольное поле находится прямо у границы с Грузией. За моей спиной вы видите, как работает техника. Она работает на грузинской стороне. Если до 2008 года эту реку вброд могли проходить неконтролируемо, то несколько лет назад здесь был установлен забор и определена четкая граница. После 1993 года до 2008 года какова была здесь ситуация? Ситуация криминального беспредела с политическим окрасом. По сущности, это была чисто уголовный элемент. Ну, чтобы придать благородство чуть-чуть, они прикрывались политическими лозунгами. Единение с Грузией и все остальное белиберда. Но на самом деле они были в розыске и на абхазской стороне, и на грузинской. То есть это были отщепенцы. Из числа местных жителей, из числа уголовников со стороны Грузии. Ну, творилось здесь, конечно, страшное. Убийства, грабежи, похищения. Люди по 5-6 семей сбивались в один дом, ночевали там, чтобы хоть как-то прожить. Ну, так и жили.
Доходило до того, что на рынок автобусы ездили рейсовые в сопровождении тогда еще миротворцев, потом милиция их сопровождала. Ну, нельзя было из дома выйти. Могли сразу же похитить, тут же назвать цену. Киднеппинг, все остальное, все прелести уголовные. 3 года вот в этом селе являетесь главой администрации. Не было случаев, да, какие-то кражи? Уже ни одного случая не похищения. Так мелкие кражи бытовые, конечно, присутствуют. Но такие громкие убийства или похищения людей с целью выкупа уничтожено полностью. Считают вас своим вот местные? Нет, все-таки с опаской относятся. Так, я не допускаю понебратства. Близкие отношения стараюсь ни с кем не заводить, потому что трудно потом говорить «нет» людям. Абхазию родиной своей считаете? Уже да, конечно. Я это строю здесь дом, у меня дети здесь растут, учат абхазский язык, усиленно их заставляю учить. На этом футбольном поле произошло немало бед, взрывы и убийства. Несмотря на то, что в настоящее время здесь пасется скот, по назначению оно тоже используется. И это свидетельствует о том, что мир в этом краю все-таки наступил. Летом постоянно играют с пограничниками, местные жители играют, между селами тут играют. Тут удобно здесь, вот, как трибуна, уже обрыв сделан. Нормально выбираются перед игрой и все, играют. Село Атабая – одно из самых многочисленных и крупных сел Галского района. По данным переписи 1989 года на территории проживало 3271 человек. По последним данным сельской администрации количество жителей – 2500. Если о бюджете села говорить? С 2015 года у нас введена арендная плата, то есть за земельные участки, которые они самовольно заняты, но уже приняли. Уже у нас пошло так, мы сделали инвентаризацию, все, что сверху приусадебного участка, у нас сейчас введена арендная плата. Вот собираем арендную плату. Я, например, за прошлый год только поменял 5 трансформаторов в деревне. Около 20 километров провода мы поменяли, тоже километров 15 дорог отремонтировали, школу, проводку полностью поменяли. За счет бюджетных вот именно села средств? Арендной платы именно. В этом году уже заказали буквально на днях детскую площадку, то есть детский городок будем делать сами. Ну, освещение по селу делали. В принципе, это большое подспорье. Так, с бюджета денег выбить на что-то практически невозможно. Сейчас как раз видим, как дети, школьники играют, и на территории школы находимся. На образование какие-то деньги выделяют? В том числе с арендной платы, окна вставляются, проводка, опять же говорю, футбольные сетки даже покупала. Дрова заготавливаем на школу, много чего идет. Какое приоритетное направление? Вот, что для вас главное, как для главы села? У меня есть места, в которых вместо проводов колючая проволока висит. Вот это постепенно меняю, но уже довольно большие. Я говорю, 5 трансформаторов поменять, это не шутка. Редко какое село в Абхазии это может. А сейчас какая задолженность населения по Сейчас у меня аренде? за последние полгода добился, у меня 80% населения платит по полностью. То есть приходилось и отрезать, и вызывать, и даже милицию вызывал. Приходилось, задолженность была по году и больше у некоторых людей. Ну, сейчас привели более-менее в такой порядок. Уже 80% платят регулярно. То есть от этого мы уже ушли, до этого добились. Село Атабая расположено на 2500 гектарах земли. Из них половина ореховые плантации. Орех здесь является главной сельскохозяйственной культурой и растет почти в каждом доме. В этом году каковы урожаи? Практически 0. То есть, смотрите как, тут другая ситуация. Кто много вложил и правильно лечил, те добились результатов. У тех 80-90% хорошего урожая. Кто по привычке мало обращал внимания на свой участок, у тех, соответственно, 0. То есть уже как раньше, уже орех сам по себе расти не может. Уже его надо серьезное лечение. Химикаты применять вовремя, в полном объеме. Летом 1993 года началась операция по освобождению столицы от врага. С одной стороны, на западе были предприняты попытки освобождения окрестностей Сухума. С другой стороны, на востоке была предпринята попытка перекрыть центральную дорогу. Здесь был высажен тамышский десант.
И им удалось неделю продержаться. Вообще, как вы оказались вот в Абхазии первые дни войны? Первые дни на Западном фронте, на Геместе, на Нижних Эшерах. Туда еще шел, попали под обстрел, под авианалет грузинский. Рядом упала, видно, 500-ка бомба, там воронка была с хорошей дома. Я только шел, в гражданке своей сумкой. И друзья уже побывавшие, которые на фронте спрашивают, подвели меня к этой воронке. Ну что, говорит, дальше пойдешь или вернешься? Ну, возвращаться было стыдно и пошел. А сколько лет вам было тогда? 22. Потом как вы на Востоке оказались? Ребята сказали, собирается где-то группа для заброски в тыл грузинам. Ну вот я пошел туда, записался. Ранним утром 2 июля морской десант высадился в районе села Тамыш. Десантники и бойцы Восточного фронта, объединившись, блокировали трассу Очимчира-Сухум, воспрепятствовав переброске грузинских воинских частей в столицу Абхазии. Одна бригада сумела сдерживать натиск 8 грузинских мотострелковых батальонов в течение недели. Вот мы на 2 дня нас разделили. Один день половина десанта была, второй день второго. Ну, естественно, с бойцами Восточного фронта. Так было где-то или 5 или 6 число, кажется, мы. Ну, до нас ребята с Восточного фронта расколошматили тут 2 числа огромную колонну грузинскую. Тут вся техника, еще трупы валялись. А перед вами какая задача конкретно стояла? Удержать вот эту трассу, не допустить прорыва подкреплений в Сухум. Продержались, потом сил все-таки не хватило. Тут вот здесь, на этом перекрестке, как раз 2 танка сбили. Один я поджег, второй танкисты Восточного фронта. Техника еще шла, но техника развернулась потом. Увидели судьбу этих 2 танков, развернулись, пошла пехота, пехоту отсекали. Но запомнилось тем, что круглые сутки нас били с Очимчира и минометом. Не прекращалось ни на минуту, короче, у нас около 30 раненых только за один день было. Ну, здесь вот, пока шли сюда, у нас 2 убило именно минометным огнем. Ну, тогда оружие было, боеприпасы были, у нас немного с собой в десанте привезли. И вот за неделю все здесь выстрелили. А как высадка десанта осуществлялась? Как все это происходило вообще? В Мюсерах нам уже сказали, что идем в Очимчирский район, в тыл врага. Посадили днем, ночью мы бултыхались в нейтральных водах, подальше от берега. И когда уже рассветало, пошли уже к берегу. Ну, высадились, в принципе, нормально, без обстрела. Уже последнее, когда выбегали из баржи, уже начался сильнейший обстрел с Очимчира. Нас заметили, рассвело. Ой, сколько мы тогда на себе тащили, это даже трудно представить. Килограмм по 50, по 70 на каждом было боеприпасов, снаряжения. Тащили все, что можно. Воды не было, ну, это был кошмар. Страшно не было? Конечно, было. Особенно под минометным обстрелом, когда ничего не можешь сделать. Стараешься превратиться в песчинку, там, в камушек, лишь бы тебя не заметили, не увидели. Что самое страшное на войне? Друга, с которым мы 2 месяца в окопах провели, убили на Тамышской школе. Вот, как раз 2 числа, это самая тяжелая потеря моя за всю войну. Все время договаривались вместе быть, и только он отошел от меня, и вот сразу перед входом в 2-ю школу его убили. За проявленную храбрость и заслуги перед республикой Виталий награжден званием Герой Абхазии. Документ был подписан еще в 1994 году Владиславом Ардзенбо. Ветеран после войны уехал обратно в Россию, о награде он узнал случайно 14 лет спустя от друзей. Позже он приезжает в республику на отдых и с 2015 года решает перевести сюда семью, жену и 2 детей, чтобы остаться жить в Абхазии навсегда. Неделю держали вот здесь дорогу, ну а потом куда? В Кутол уже туда, уже на партизанские базы у них. Там налаженная оборона была, туда уже. Там еще ходили на вылазки, на трассу ходили, мины ставили. Сентябрьскую операцию помните хорошо? Да, конечно. Нас тогда вывезли с Восточного фронта по договоренности всех конфедератов. Добровольцев должны были вывезти, поэтому было перемирие. Нас вывезли в Гудауту морем, через Грузин выводили, через Очимчиру. Приехали в Гудауту, там нам дали отдохнуть чуть и вывезли уже всех на родину. Я поехал до Новочеркасска и с этими же автобусами вернулся обратно. И как раз попал 16-го, уже начало сентябрьского наступления. Прошел все от Чедару, старый поселок, в старом поселке поймал в свою очередь 3 пули.
И на этом для меня война закончилась 25 числа сентября. Весть о победе, о том, что война закончилась, День где победы вы слышали? Я встретил в реанимации, только вышел с наркоза, и тут страшная стрельба, пальба. Я еще плохо соображал, пытался встать с кровати, повыдергивал все капельницы, думал, грузины десант высадили. Потом уже медсестра забежала, сказала, успокойся, успокойся, это победный салют, все стреляют. И, ну, все, слава богу. Когда вам 22 года было, молодой, сейчас бы вы сквозь свои годы, если оглянуться, вы бы так же поступили? Вы знаете, это трудный вопрос. Имея семью, 2 детей, я бы, наверное, два раза подумал, стоит ли идти или нет. Моему ребенку, конечно, не пожелаю этого, но сам бы я вернулся в это время. Перейдем к Блицу. Наша программа подходит к концу. Хотелось бы узнать, что самое главное в вашей работе? Вот если коротко, тезисно говорить. Уметь сказать нет. В 2018 году вот есть то, чем вы гордитесь, какими-то успехами в вашей работе? Вот паспортизация. В принципе, вовремя выдаем людям документы. Они не очередей, ничего. То есть месяцами здесь люди раньше стояли возле паспортного. Там и коррупционная составляющая сильно была. Но от этого удалось уйти. А в 2019 какие задачи перед вами стоят и чего хотите достичь? Привести в порядок школу. Сделать хоть минимальное отопление. Классы отремонтировать. Ну и опять же энергетика. Вот. Спасибо огромное. Да, спасибо.